Кто новый участник мирных переговоров, как Польша защитит столицу от удара РФ, а Путин хочет движухи. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Кадыров призывает называть чеченских детей именами героев, которые боролись с Россией. Курахово захвачен россиянами или еще нет? Ряд резонансных криминальных дел во Франции. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Китай может присоединиться к переговорам о мире в Украине, считает пока еще советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан. Он заявил, что Пекин может участвовать в поиске справедливого мира между Россией и Украиной, но не должен становиться главным посредником в Европе. Он поддержал идею Дональда Трампа о привлечении Китая к этим переговорам, назвав ее не безумной, но предупредил. Возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться. Как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался. Салливан подчеркнул, что США должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции на переговорах, и отметил ухудшение российской экономики из-за санкций и военных расходов. Но Путин не согласен с Салливаном и говорит, что российская экономика сейчас в идеальной форме. Пресс-конференция Путина, на которой он якобы должен был отвечать на вопросы всех жителей России, снова была похожа на хит-парад обещаний, которые не могут быть выполнены, увиливаний от ответов, к примеру, на вопрос о том, когда великий военачальник выбьет захватчиков со своей территории. Путин в этот раз заявил, что точно выбьем, но дату не скажет. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Что именно российский диктатор считает движухой, не начатую ли им войну? Но в Курской области украинские подразделения хоть и потеряли часть ранее захваченных территорий, но продолжают удерживать значительное количество километров. О ситуации там мы спросили военного эксперта Ивана Ступака. Курская область до, возможно, сентября месяца, с августа по сентябрь, имела военные цели. После сентября месяца военных целей там не стало. Если помните, такой Глушковский район, пытались его отрезать, резали мосты. Там была группировка войск российской армии, которую хотели взять в плен и захватить амуницию. Не получилось. Не знаю почему, не будем там обсуждать действия наших военных. Не вышло. Но после этого Курск превратился исключительно в политическую цель. И президент сказал, мы будем там находиться столько, сколько будет необходимо. Почему? Ну, может быть, получится использовать Курскую область в каких-то там мирных переговорах, когда они будут. Как по мне, ну, такой вариант, мягко говоря, ненадежный. Нет никакой гарантии, во-первых, что Украина сможет додержать до мирных переговоров эту Курскую область, а во-вторых, даже если додержит, то, а как меня, ну, там, есть такие размышления, давайте менять Курскую область на часть Херсонской области, а чем мерить территорию? Я вижу, что для российской армии стоит приоритет выбить украинские войска как можно скорее, да, желательно успеть до 31 декабря, не получится, то хотя бы до момента, ну не про инаугурацию не говорю, до момента, когда начнутся сами мирные переговоры, потому что Российская Федерация находится в слабой позиции именно здесь, именно в этом моменте, поэтому будут Украину пытаться дотиснуть. Россия продолжает нагнетать ситуацию на востоке Украины, стягивая к линии фронта 150 тысяч солдат. Главный удар сосредоточен на 3 направлениях – Покровском, Кураховском и Времиевском. На Покровском участке оккупанты сконцентрировали около 70 тысяч солдат, на Кураховском – порядка 35-36, а на Времиевском – 40 тысяч боевиков. Тактика штурмов изменилась. Вместо мощных механизированных атак Россия использует малые штурмовые группы, которые поддерживаются минимальным количеством бронетехники или же вообще отправляются в бой на пикапах и багги, не защищенных от огня. Такой подход приводит к большим потерям среди солдат, но командование РФ не отступает от стратегии мясных штурмов.
Тем не менее, они заявляют о взятии элеваторов Курахова и о боях на окраинах этого города. Мы поговорили о судьбе Курахова и его обороне с экспертом Иваном Ступаком. Формально Курахова пала, потому что россияне взяли, повесили, скажем так, свой триколор, свой аквафреш на центральном административном здании города Курахова. В соответствии с картой Deep State, на которую мы можем ссылаться, российские войска вышли на западную часть города. И, то есть, бои идут уже сугубо за остатки города, западная часть. То есть формально город пал. Город уже не принадлежит Украине. Украина не контролируется. То есть идет, по большому счету, зачистка и продвижение дальше на запад. По Покровску. С Покровском все сложнее для России, не так все просто. Пытаются сделать охват, обойти его с западной стороны. Пытаются перерезать дорогу, которая сообщает Покровск и Павлоград Днепропетровской области. То есть пока им это не удалось, но такие попытки есть. То есть я вижу, что в этом году в Российской Федерации с Покровском точно ничего не получится. Украинские силы продолжают сдерживать натиск, однако очевидно, что Кремль готов и дальше отправлять людей на убой, рассчитывая на численное преимущество. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Рамзан Кадыров призывает рожать за деньги и с поправкой на историческую память. 500 000 рублей. Именно такую сумму он пообещал каждой женщине, которая родит ребенка в определенный день и даст ему имя в честь чеченских героев. Каких именно героев следует увековечить, Кадыров не перечислил, но на совещании активно упоминал несколько имен. К примеру, упоминали шейха Мансура, лидера кавказских горцев, сражавшегося против Российской империи еще в XVIII веке. Я объявил, что семьи, чьи малыши родятся в дни рождения героев чеченского народа, таких как Байсангур Биноевский, шейх Мансур, и будут названы в их честь, получат по 500 000 рублей. Но покупка патриотизма через материнство не только чеченская фишка. Ранее депутат из Красноярска Семен Сендерский предложил аналогичную акцию для женщин, решившихся родить в День России. В обоих случаях, видимо, власти надеются, что деньги – отличный стимул для поднятия демографических показателей. И это неудивительно, в 2024 году уровень рождаемости в России побил антирекорд, став самым низким за последние 20 лет. Но 500 000 рублей в пересчете на доллары – это всего около 5000. Польша учится на войне в Украине. Противовоздушная оборона страны, можно сказать, развивается на этом опыте и создает свои системы ПВО, говорит министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. К примеру, система ПВО «Патриот» достигла начальной оперативной готовности. Ракетные установки, размещенные на базе в Сахачеве, были встроены в интегрированную систему боевого управления. Давайте не будем забывать о том, что поставлено на карту. Свобода поставлена на карту и не только для Украины, но и для Польши и Америки. Мы должны продолжить помогать Украине защищать себя. Мы действительно поддерживаем единство НАТО. Мы должны сдерживать агрессию Путина и России. И если дело дойдет до этого, мы должны быть готовы защищать каждый квадратный дюйм Польши. Во Франции оглашен приговор по одному из самых резонансных дел последних лет. 71-летний Доминик Пелико приговорен к 20 годам лишения свободы. Он накачивал свою жену наркотиками, после чего насиловал ее в бессознательном состоянии и предлагал насиловать другим мужчинам, которые тоже понесут наказание и тоже получат свои сроки. Не менее резонансное дело во Франции, касается оно бывшего президента страны Николя Саркози. Он получил год тюремного срока за коррупцию, который он будет отбывать с электронным браслетом, оставаясь на свободе. Саркози заявил, что обжалует и это решение в Европейском суде по правам человека. Он спокоен, решителен и знает, что в любом случае существовал риск конфликта между практикой Кассационального суда и Европейского суда по правам человека. Очевидно, он надеялся, что Кассациональный суд последует решению Европейского суда по правам человека. Этого не произошло, поэтому он вынужден начать новый процесс, подняться выше и добиваться гарантий прав.
на который он имеет право. Он также исполнит решение, которое теперь стало окончательным. Санкция, как и предполагалось и планировалось, заключается в приостановке действия электронного браслета, и ни в коем случае не предполагалось, что Николя Саркози может попасть в тюрьму, говорит адвокат. Дело связано с телефонными переговорами февраля 2014 года, когда следователи, изучая финансирование его президентской кампании 2007 года, обнаружили, что Саркози и его адвокаты использовали секретные мобильные телефоны на имя Поль Бисмут. И это не единственная претензия к Николя Саркози. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.